Сегодня героями нашей передачи стали люди разного возраста и разных профессий. Но их объединяет одна любовь – Ее Величество народная песня. Хору «Зеленчанка» более 30 лет, а в 1995 году он получил звание народного. И не случайно этот самодеятельный коллектив назван ласковым женским именем «Зеленчанка». В составе хора 25 человек, и среди них только один мужчина. Да, я выступаю уже в художественной самодеятельности давно, но разными маленькими номерами. Так. А сейчас в народный хор попал, так я считаю себя очень счастливым человеком. И вот когда я встречаюсь с мужиками, с парнями, всегда их требую, чтобы, агитирую, чтобы пришли бы. Но вот это... Пока еще что-то не желаешь таких. А я пока хожу и вот пускай и пою тоже, конечно. Меня, конечно, подправляют, это которые рядом это со мной произносят слова и такие выражения, и немножко получается. Повторяю себе, зеленее
репертуаре хора, как вы успели заметить, есть песни, посвященные селу Зеленец, его жителям. Они пронизаны любовью к малой родине, ставшей частью души и творчества талантливых людей. Альберт Ефимович, вы написали стихи на песню «Гимн Зеленца». И слушая эту песню, мне показалось, что она автобиографична. Это так? Ну, не совсем так. Родился я, конечно, в другом месте, очень далеким от Зеленца, от Сыктывкара, от Коми. Но, в принципе, сейчас Зеленец мне достаточно родное место. И роднит нас то, что там живут мои друзья Фроловы, с которыми я связан уже очень много лет. Роднит то, что мой внук, начав заниматься у них в Воркуте в музыкальной школе, закончил школу искусств Зеленецкую по классу флейты. Ну, роднит и то, что хор, исполняя мои песни, вкладывает в нее столько души, сердца, и как бы это настолько звучит созвучно с тем, что я в это время, в этот момент чувствую, что они мне тоже все родные, и я уже себя не могу отделить от этого населенного пункта, о существовании которого совсем недавно я еще не подозревал. Кроме того, это место очень красивое и, наверное, с большой историей. Я сужу потому, что полуразрушенная церковь, которая там сегодня стоит, очень красивая, была построена достаточно известным архитектором Фохтом в начале XIX века, где-то 1820-30-е годы. Вот. Я даже думаю, что когда мы будем жить побогаче, и Сыктывкар обзаведется своим золотым кольцом, по примеру многих столичных городов, то село Зеленец, безусловно, будет украшением этого кольца. Альберт Ефимович, вы занимаете очень высокую должность, у вас серьезная работа. Как получилось так, что вы начали писать стихи? Как бы это странно ни звучало, в данном случае работа заказная. Но стихи я начинал писать еще в далекой юности, делал это только для себя. Вот. А здесь последовал заказ. Был такой хор у Фролова, и нужны были новые темы. И мне казалось, что я могу себя попробовать свои силы и на этом поприще. Ну и вот ряд песен, которые я сделал для этого хора, вроде бы обнадеживают. Но я правильно вас поняла, что сначала рождались стихи, а потом уже на ваши стихи Николай Фролов писал музыку? Да, это так. Скажите, а вам нравится, как хор исполняет ваши песни? Очень нравится. Не только нравится, но, значит, я где-то, когда они поют, я пою вместе с ними в душе, потому что природа меня обделила и голосом, и слухом. Вот. И мне кажется, что у меня получается так же хорошо, как и у них. Они вкладывают в это всю душу, и вот иной раз они эту песню вот о Зеленце исполняли уже тысячи, наверное, раз. Но каждый раз они это делают с таким подъемом, что понимаешь, что они поют о себе, а коль я написал эти слова, значит и обо мне, и это не может автора оставить равнодушным. У меня работа трудная, я работаю с престарелыми людьми. Все-таки у них свои боли, свои беды.
Они постоянно вот жалуются, приходят ко мне каждый день. А на хоре забываешь об этом все. Вроде как стряхиваешь с себя этот груз и оживаешь снова. Хор «Зеленчанка» — это все. Другой раз дома какие-то неполадки, очень тяжело на душе. Переступаешь порог школы и все забываешь. Оттуда идешь, уже улыбка до ушей. На репетицию? Да, на репетицию. А выступления? О выступлениях это вообще, это надо пережить, это не передать нельзя, потому что человек меняется очень. Выступления, концерты – это всегда праздник. Но за этим стоит огромный труд, невидимый зрителю. А в трудолюбии этих самодеятельных артистов я убедилась во время съемок нашей передачи. Мы снимали дубль за дублем. И не съемочная группа просила повторить запись песни, а исполнители, стремясь к совершенству исполнения. А как черемуха цвела, как цвела, невестой белою плыла среди села. Метель за виву жила бела, а как бела. Я не сумела полюбить, я не смогла. Черемуха, 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 на берегу роняешь белый цвет омута. И лепестки твои похожи на метель, заводят озорную карусель. Но запах голову кружил, ах, как кружил. И рядом ты со мною был, как будто был. Растаял ночью белый снег, ах, белый снег. Унес с собой твою любовь, унес навек. Черемуха, черемуха. Особая гордость Зеленецкого хора – солистка Галина Лазаренко. Ее манера исполнения песен, бархатный тембр голоса не оставляют слушателей равнодушными, затрагивая самые тонкие струны души. Пою я очень давно. Сколько себя помню. Ну, с 3 лет, если так брать. Песню поешь, забываешь про свои беды. Все В общем, все хорошо. Песня хорошая, всегда поддерживает. Вот. Душевные песни у нас очень. Песня и лечит, и поддерживает, и в трудные минуты, и подбадривает, когда человеку грустно. С песней очень легко по жизни идти. Я всем бы пожелала, по возможности, пускай люди поют в любой ситуации, в горе, в радости. Всегда поют. Потому что песня – это так же, как природа. Песню также можно сравнить с природой. Природа поддерживает человека во всех его жизненных ситуациях, так и песня. А с той черемухи цветы, а все цветы в душе, как символ красоты, той красоты. Моя черемуха цвела, да цвела. Моя любовь с тобой была или не была?
как себя помню вообще поющая, очень давно. Мама моя работала заведующей клубом, и я, как говорится, с пеленок пою. Я люблю людей, я люблю хор, я люблю песни. Все это замечательно. И вообще хор — это отдых, это отдыхаешь, это всегда приходишь с любовью и уходишь оттуда с любовью. Для меня это хор тоже как бы вторая молодость. Когда я пою, я летаю. Теперь уже так же, как вот хлеб, вода нужны человеку, так же вот и песня, она уже без песни не можешь. Вот приходишь с работы и бежишь на эту репетицию, встречаешься с нашими любимыми подругами. Что меня тянет в этот хор? Очень красивые пишет мелодии Николай Семенович. Изумительные партии. Вы понимаете, приходишь на репетицию, отдыхаешь душой. Хор — это для меня, во-первых, женщины. Самозабвенные, преданные. Я вообще редко встречаю людей, которые вот так относятся к песне, которые для песни готовы, я, не знаю на что. По-моему, они на все способны. Вот и готовы всех забросить, но только лишь бы они пели. Вот эта самоотдача, самоотверженность вот в этом отношении, конечно, меня очень радует. И дай Бог им здоровья всем, чтобы у них вот это сохранилось. Ну, я думаю, это будет так. Потому что без песни жить-то трудно в наше время. Вспомните, сколько вот прошло за эти 10 лет, да? И все-таки мы выстояли, как говорится. Мы выдержали все это дело, и у нас все, в общем-то, должно быть хорошо. Все впереди, потому что у нас ведь сколько проблем, поездки, допустим, сколько концертов сорвалось из-за того, что вот то бензина нет, то того нет, то того нет. А в принципе, конечно, ведь все это нарабатывается где? В процессе выступлений желательно, правда ведь, да? Вот нас приглашают ведь везде, и в республике, и нас даже уже в Кировскую область приглашали. Потом вот хотелось бы съездить куда-нибудь так, чтобы вот они больше ответственность почувствовали. И тогда уже профессионализм будет совсем другой. Я почувствовал, как только концерт, как только вот такая вот другая обстановочка, отдача абсолютно другая. Они настолько преданы песне, что и все это вот подкупает. Не только подкупает, а, можно сказать, заставляет работать. Так, чтобы соответствовать даже где-то вот их настроению, их отдаче. Потому что они молодцы, я считаю, молодцы. Вот, они меня очень радуют временами. Они, можно сказать, даже второе дыхание дают. Вот вроде что-то сделал, хочется остановиться. Нет, даже подумать временами не успеваешь. Хочется там другую песню. Нет, Николай Семенович, давай доработаем. Некоторые песни ведь мы очень много мучили, как говорится, но добились. Хор — это, конечно, праздник души, но и труд. Большой труд, я могу сказать. Потому что Николай Семенович очень требовательный и строгий педагог, и он слышит все буквально, все там нюансы, все, и поэтому у него уже нигде не сфальшивишь, нигде ничего там. Поэтому, конечно, приходится очень все время быть настороже, вот так вот можно сказать. Руководитель хора «Зеленчанка» Николай Фролов выступает в роли и аккомпаниатора, и композитора, произведения которого звучат в сегодняшней передаче. Стихи к песням Николая Семеновича пишут его друзья Василий Январский, Альберт Берштейн, Владислав Малых, Галина Дербенева. Впервые хор я увидела в 96-м году, это на концерте в Доме культуры. Вы представляете, вот такая ассоциация солнца. Взошло солнце, это яркие красочные народные костюмы, такие хорошие, добрые лица. Это просто, я не знаю, это как-то пронзило, вот, наверное, мою душу. И я решила, что, наверное, мои стихи я отдам в хорошие руки. Они, наверное, обретут жизнь совершенно другую, иную. И вот так вот получилось, что... Тем более с Николаем Семеновичем, руководителем хора, у нас, наверное, какое-то родство душ. Потому что стихи уже вот именно для хора рождаются как бы в душе песней. А он уже потом их вот так вот как бы... Ну вот я так понимаю, что песня рождается в душе, она сама. Я не профессионал, я вот так вот... Из души песня идет. И, в общем-то, душу вкладывает в стихи поэт. Крылья дает композитор. Хор песню отпускает на волю. Вот она летит над нашей Пармой. И до каждого сердца хор доносит вот именно и слова, и музыку, и заставляет сердце биться сильнее, может быть, даже плакать кого-то, радоваться.
удивляться чему-то. Вот я так понимаю. Вы знаете, вот эти сосны, вот эти ели, вот это вот именно вот суровость это как бы придает какие-то силы. Вот когда смотришь вот на тайгу, да, чувствуется вот мощь, вот из земли прямо так вот. Иногда, когда грустно, там ведь бывает такое вот в душе, да, посмотришь на Вычегду, на вот эту воду такая, она вот темная, вроде вот так спокойно, плавно несет вот свои воды. И тайга такая сильная. И хочется жить. Просто хочется жить, писать что-то. Вот так вот родилась родная сторонка. На берегу Вычегды вот прямо ветер гулял, сосны гнулись. И так получилось, что понад Вычегдой ветер гуляет. Сосны гнутся и глухо шумят.